Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. В селе Сватай обстановка с лесным пожаром стабильная, но опасность сохраняется. Наиболее сложная обстановка в Среднеколымском и Момском районах. Россиян привлекут к проблемам малочисленных народов Севера. Генассамблея ООН провозгласила международное десятилетие языков коренных народов. В память о воинах-якутянах, павших у озера Ильмень в Новгородской области, стартовал легкоатлетический пробег. В селе Сватай лесопожарная обстановка стабильная, ситуация находится под контролем. Угрозы населенному пункту нет. По информации оперштаба Среднеколымского улуса, в настоящее время лесной пожар находится на расстоянии 1,5 километров от населенного пункта. Из Среднеколымска переброшена аэромобильная группа МЧС из села Аликокиэль. На помощь в тушении прибыли 20 бойцов. Также на месте работают местные силы и средства, всего 170 человек. Сейчас открытого горения не наблюдается. Группа приступила к тушению почвенного пожара. Напомним, накануне из-за сильного ветра верховой пожар прорвался через реку Алазея в сторону села Сватай. На ежедневном брифинге по эпидобстановке в республике глава региона остановился на теме лесных пожаров, в частности, на ситуации в Среднеколымском и Момском районах, где обстановка наиболее сложная. Вместе с тем у нас серьезная ситуация вокруг Аргахтаха, которая тоже находится на контроле и на которой тоже работают силы достаточно серьезные для тушения пожаров. В районе Аликокиэля есть пожар, который тоже представляет определенную опасность. Ну и, конечно же, по Сватаю тоже ситуация будет под постоянным контролем, и оперативная группа республики, МЧС по республике. По МОМе также есть определенные угрозы. Здесь тоже идет постоянная работа по локализации пожаров. Прямой сегодня угрозы населенным пунктам, такие как, например, Соболох, Хану, уже нету. Вместе с тем, еще раз говорю, что ситуация она очень опасная. И как вчера на примере Сватая было видно, любое ухудшение природных климатических условий способно привести к усилению пожарной безопасности. 56 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за прошедшие сутки. Об этом также сообщил глава региона Исаид Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. 46 заболевших выявили в Якутске, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском и Нюрбинском районах по 2 новых случая. В Татинском и Нерюнгринском районах по 1. В тяжелом состоянии находится 39 человек, 10 тяжело больных подключены к аппаратам ИВЛ. Также Исаид Николаев рассказал о подготовке к началу учебного года. Работа уже началась. Школьники сядут за парты, как обычно, 1 сентября. В школах установят рециркуляторы и обеззараживатели воздуха, отметил глава республики. Конечно же, надо на местах органам муниципальных образований провести работу по подготовке помещений школ. То есть установление рециркуляторов, обеззараживателей воздуха – это тоже сегодня уже требование времени. Причем это, наверное, даже касается не только и сколько ковидной инфекции, но и в целом улучшения здоровья наших детей. Поэтому в этой части работа по республике сегодня идет. И также уже в ближайшее время начнется работа примерно через 2 недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести к усилению так называемой 2-й волны пандемии коронавируса, которой сейчас весь мир очень боится и ждет. И судя по данным, в некоторых странах такая 2-я волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никоим образом нельзя. Проектирование Ленского моста в Якутии завершится до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний ВИЗ. Практически полностью завершены инженерные изыскания. Генеральным проектировщиком выступает акционерное общество «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург». Эта компания спроектировала крупнейшие транспортные объекты в России, такие как Крымский мост, а также мост на остров Русский во Владивостоке. В настоящее время по поручению зампреда правительства России Марата Хуснуллина прорабатывается вопрос сокращения сроков строительства на 1 год. Поручение было дано по итогам недавней встречи вице-премьера с главой Якутии Айсаном Николаевым. В Заречной группе улусов сегодня работал зампред правительства Якутии Михаил Никифоров. В Усть-Алданском улусе делегация посетила ряд наследников.
Там встретились с тружениками сельхозпроизводства и осмотрели перерабатывающие цеха. Для примера, высокую оценку вице-премьера получило перспективное хозяйство Анатолия Бурнашова в Легойском наследии. За 4 года оно встало на ноги и ведет перспективную работу. В селе Барагонцы посетили главный перерабатывающий цех Улуса Мюрюас, где в этом году переработают 1300 тонн молока с 7 наследов и 6 летних ферм. Поднимался вопрос увеличения поставок воды по водоводу Лена-Мюрю. Администрация Улуса должна внести свои предложения для решения ситуации. Мне понравилось то, что политика Министерства сельского хозяйства по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий и перерабатывающего комплекса, они дают положительный эффект. И многие предприятия сейчас уже говорят, что действительно вышли уже на рентабельный уровень. И мне это очень понравилось. И самое главное, вопросы это по кормозаготовке. Вопросы ставят в основном в части, значит, перевозки сена из других отдаленных участков и из других районов. Но и при этом есть свои предложения со стороны, допустим, тех же наследов и хозяйств, чтобы, значит, были какие-то послабления по километражу по перевозке сена. А в Якутске на станции Саха-Агроплем прибавление. От компании «Кладовая Алекмы» в столицу доставлены 7 бычков холмогорской породы. 5 из них родились в этом году, 2 исполнился 1 год. Животных доставили баржей, путь занял чуть более 2 суток. Состояние бычков удовлетворительное. Перед отправкой их держали месяц на карантине. Далее работники станции Саха-Агроплем продолжат уход за животными также в карантинной зоне. По словам специалистов, такая работа проводится с целью развития племенного дела и искусственного осеменения в республике. В будущем племенных животных завезут из Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. Отмечу, план этого года по искусственному осеменению крупного рогатого скота выполнен на 55%. Генеральная ассамблея ООН провозгласила годы с 2022 по 2032 международным десятилетием языков коренных народов. Уже идет подготовка плана мероприятий. Специалисты из России также активно участвуют в дискуссии и предлагают свои идеи, как поддержать языковое разнообразие. Почти 1000 коренных народов на всей планете сегодня стремительно теряют свои языки и культуру из-за глобализации. В России говорят на 150 языках, 18 из них, по оценкам Института языкознания РАН, под угрозой исчезновения. В рамках десятилетия эксперты предлагают создавать экспедиции ученых на север для сбора материалов, выпуск детских учебников, привлекать россиян к проблемам малочисленных народов. Вы знаете, почему вас нет? Для сохранения языка необходимо и также переводить и издавать всемирную классику. На языках коренных это обширнейшая тема. Мы ее стараемся тоже поднимать. Конечно же, силами одной организации это осуществить невозможно, поэтому мы стараемся привлекать и государственные средства, работаем с федеральными органами. То есть это обширная тема на долгие-долгие годы. Тем временем в Якутии начал свою работу 6-й молодежный Суглан. Форум приурочен ко Дню малочисленных народов мира, который пройдет 9 августа. В этом году в связи с пандемией мероприятие проходит в формате онлайн-трансляции. Благодаря этому участие принимают 15 регионов страны. А также, несмотря на разницу часовых поясов, это дает возможность присоединиться к форуму представителей европейской части России. На протяжении нескольких дней пройдут семинары, обсуждение актуальных вопросов, касающихся коренных и малочисленных народов. По итогам форума будет выявлен ряд молодых лидеров. Их привлекут к работе молодежного совета. Молодежь коренных малочисленных народов Северной Республики Саха-Якутия в первую очередь волнует вопрос именно сохранения языка и сохранения культуры. Потому что в нашей многонациональной стране очень много народов, и у каждого есть своя культура. И у 6 коренных малочисленных народов Северной Республики Саха-Якутия есть понимание того, что наши языки и культура, их нужно сохранять, что в наш век глобализации это очень сложно сделать, потому что чувствуется, можно сказать, давление со стороны мировых таких сообществ больших, и это, я думаю, актуально сейчас. Ученые начали вылеты в арктическую зону России для того, чтобы подсчитать количество белых медведей. Исследование проводится в рамках программы «Хозяин Арктики». Предстоит изучить распределение и подсчитать численность медведя в безледный период, а также собрать полезную информацию о соседствующих с ним морских млекопитающих и их взаимодействии.
Также планируют оценить уровень загрязнения мест обитания. Это поможет оценить экологическую ситуацию в Арктике. Полеты ученые осуществляют на самолете амфибии, на борту которого есть камеры, тепловизоры, клинометр и специально изготовленные выпуклые окна для удобного наблюдения. Летному и научному экипажу предстоит отработать 9 маршрутов протяженностью более 10 тысяч километров. Путешественники, авторы YouTube-канала «Детки в чемоданах», семья Красниковых добралась до Якутска. Жители Геленджика давно путешествуют на своем автомобиле по России и в этом году решились на самую длительную поездку из Геленджика на Камчатку. Изначально свой маршрут они проложили до Байкала, но потом решили не ограничиваться Иркутской областью и отправиться дальше. Накануне они прибыли в Якутск и уже успели поделиться со своими подписчиками видеоматериалами из царства вечной мерзлоты, музея Мамонта и с улиц столицы. Также в своих видео путешественники делятся полезными советами и лайфхаками, как сделать длительные переезды с детьми более комфортными и интересными. Мы 4 года уже путешествуем, младший у нас с 2 месяцев, он родился, мы его покрестили и сразу поехали. То есть мы в этом плане уже привыкли. Автомобиль у нас Lada Largus, как готовим, масло поменяли, а так, конечно, внутри там много всего. Альбина, жена моя, она очень много подготавливает, чтобы с детьми в дороге заниматься, потому что, обучать их надо, развивать их надо. В Новгородской области стартовал легкоатлетический пробег вокруг озера Ильмень, организованный спортсменами из Якутии. Акцию посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне и памяти воинов-якутян. Атлеты передают друг другу факел, зажженный от вечного огня площади Победы Якутска. В пробеге принимают участие 6 человек. Это члены беговых клубов, марафонцы. Возглавляет колонну ветеран спорта Якутии Дмитрий Горохов. Участники акции привезли с собой горсть родной земли и портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Всего спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 264 километра вокруг Ильменя, одного из крупнейших озер России. Финиш планируется 8 августа у памятника воинам-якутянам в деревне Устреке. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.